Всем привет, на связи Жиксин Геймер и Имка, BeamNG Drive. Я рад приветствовать вам своего нового героя. Александр Дербевич. Мужчина 54 лет, из Польши. Дербевич ранее участвовал во всех дерби-состязаниях, всегда занимая призовые места. Но однажды, в своем последнем дерби, он получил черепно-мозговую травму, что стало причиной его безумства. Ему были выписаны лекарства, приглушающие его приступы. Дербевич пытался вернуться к дерби, но организаторы не хотели брать на себя такую ответственность и отказали. Впоследствии чего Дербевич окончательно обезумел, перестал пить таблетки, подготовил свою машину и стал периодически таранить трафик. Дербевич у нас крайне агрессивен и любит разрушения, но при этом опыт вождения его выше среднего. Так что вот такой персонаж, поэтому, я думаю, будет очень интересно. Ну а это его тачка. Собственно, я надеюсь, теперь Бимка будет похожа на Бимку. Какой у него двигатель? Конечно, я думаю, мне придется сильно заглушать на монтаже игру, чтобы хоть как-то меня было слышно. Мы еще и на новой карте, к слову. Машина у него, конечно, не очень быстрая, но зато очень крепкая. Бам! Ну так, надо, знаешь, прям подставить под встречку. Мы еще на другой карте прокатимся, потому что здесь прямик не особо интересно. Бам! Кажется, мы немного приклеились. Ну-ка, отцепись. Вот так. Все, поехали, Дербевич. У нас дальше еще очень много впереди трафика, поэтому... Бам! В крыло. Почти в крыло. Ну так, немножечко по касательной прошлись. Давай, Дербевич, ты ж подготавливал машину специально. Специально для того, чтобы... Все? Не, ну это не дело, Дербевич. Это не дело. Нет, не все крепко, я же говорю, крепкая машина у него. Ну-ка, этот что здесь стал? Ну, давай его сместим немного. Вон, пусть там теперь стоит. Кто там? Ну-ка, подожди, Дербевич. Кто там посигналил? Давай-ка разберемся с ним. Да вот этот посигналил, да? Вот, прям на него. Вообще все хорошо. Тихо, 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 заглуши, а то двигатель умрет. Он дальше поедет. Я уверен на 100%. Это, как уже известный всеми персонаж. Он точно такой же живучий. Я же говорю.
Дальше поедет спокойно. Давай в лобовую. Дербивич у нас такой, как бы псих прям. Смотри, ему все равно. Абсолютно. Мы в лоб, по-моему, сколько там скорость была, я не смотрел. Ну, под 100, наверное, была. И Дербивичу как бы вообще все равно. Ну, кенгурятник отлетел. Ну, по-моему, он еще раньше даже отлетел. Ну, радиатор пробит. И что дальше? Ну, с подвеской проблемы. И это все. Да ему вообще все равно. Ладно, уже не все равно, уже... Хотя... Нет, Дербивич просто так не сдается. Не зря же он на чемпионатах всегда только первые места занимал. Ну, есть, конечно, проблемы с управляемостью. Бам! Ладно, давай не будем мучить. Мы, конечно, сейчас совсем немножко прокатимся по новой карте. И все-таки это не лучшее место для Дербивича. Куда ты едешь? Ты мне сразу не понравился. Вот все. Кенгурятник даже на месте остался. Он валяется там себе. Там ему и место, как сказал бы Дербивич. Просто спокойно, никаких суперскоростей. Спокойно всех раскидываем. Ну, почти спокойно. Сейчас, Дербивич, поможем. Да что ты прицепился-то? Ну-ка, цепись. И чем ты там... О, отлично. Все, поехали дальше. Подожди. Сейчас он досигналится у нас. Слышишь, прекрати сигналить, говорю. Все, теперь ты тоже участник ДТП. И тоже прилип. Ну-ка, цепись. Ну-ка, цепись, говорю. Все, поехали дальше. Слышишь, я для тебя путь, что ли, расчистил? Чё такой? Смотри, Дербивич у нас очень плохой человек. Чуть что не понравится, он бы тебя скинул в кювет. Так что... Не делай так больше. Но здесь-то Дербивич должен оторваться. Бам! На, сразу же. Вот это... Дербивич просто выехал, называется. Все, поехали, давай, цепляйся. И поехали. Тут мы сейчас можем... О, все что угодно сделать. Например, сами улететь просто с горы. Почему бы и нет? Во! На прогиб его, правильно. Дербивич он такой. Он как бы ищет свою жертву. Он же не зря занимал лидирующие позиции всегда в дерби. Вот, видишь. Он просто искал возможность, чтобы сильно свою машину не уничтожить. При этом противника... Вот, в деревья всех отправляет. Давай еще в опору моста. Вот, вообще отлично. А мы дальше поехали. Не повезло ему там. Жаль этого добряка. Да. Ну, что-то с подвеской случилось у Дербивича. Тянет влево. Но пока нормально, в принципе.
контролировать ситуацию можно. Аккуратно подрезаем. Он даже бампер не снял я ему. Немножко так что-то черканул, и все, и даже бампер остался на месте. Бам! Ой, ё-моё, Дервич, по-моему, ты больше себя подставил. Ему там как вообще? Мне кажется, ему там вполне себе нормально. Ну так. Могло быть и хуже. О! Нам тут трафик помогает. Слушай, Дербевич, похоже, был довольно популярным, раз за него тут еще вступается трафик. Поклонники приехали помочь. Аккуратно будем действовать, давай. Чтоб машина подольше прожила. Вот, все, в дерево улетел. Зато аккуратно, красиво, четко, сразу видно, что работает профессионал. Профессиональный псих. Вон, 4 едут. Ничего не подозревая. Хотя вас тут и некуда отправить. Но Дербевич сегодня добрый. Вернее, добрый, пока отбойники есть. Ух ты. Ну, столб нашел. Столб нашел. Странно, не дрифтер вроде, но столб нашел. Так не пойдет. Я хочу кого-нибудь скинуть со скалы. Это сделать так грамотно. О, полетел. Подожди, я хочу это пронаблюдать. Серьезно? Скучно. Давай дальше. Вот, совсем другое дело. Полетел. Совсем другое дело, смотри. Ладно. Я думаю, в город заезжать смысла нет. Там особо сильно быстро не разгонишься. Да и некуда просто отправлять трафик. Дербевич, это что такое было? Ну хотя бы капот помел хорошо. Уж на этом спасибо. Я уж думал, таблетки начал принимать снова. Слушай, Дербевич, ну это должно произойти. Ох ты, хорошо отправил его. Дербевич тебя спас. Мог бы отправить тебя... Куда ты выезжаешь? Мог бы отправить тебя навстречу, но пожалел. Что он мне подвеску повредил. Не стой на пути у Дербевича. Ты не знаешь, что ли, такую пословицу? Тот, кто у Дербевича на пути стоит, тот больше никогда не... Придумайте продолжение, повторю, не лень. Мне кажется, я знаю, как исправить ситуацию, всю эту. Вот теперь должно быть по-другому. В общем, теперь... У трафика нет ограничения скорости. И... Он просто дикий должен быть. Правда, единственное, не знаю, догонит ли теперь Дербевич хоть кого-то. Вероятно, они теперь и сами будут врезаться. Зато теперь можно разогнаться нормально. Ой, что? Что с мостом? О, улетел. Хоть кто-то. Вот, он едет, ни о чем не подозревает. Ау. Намотало, но и мы поворачивать теперь не можем.
Ну-ка, давай от первого лица попробуем. Там кто-то сзади так догоняет неплохо. Ау. И чё ты так медленно едешь? Я пропустил все. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ну это было красиво. Опа, поймал на ошибке. Еще и под встречный. Под встречку. В опору хорошо улетел. Это, конечно, красиво. Я бы сказал, душевно. От первого лица в бимку играть. Но не видно, что происходит. Слушай, Дербивич еще и дрифтить умеет, оказывается. Нормально так. Ладно. Все, давай, крайний раз красиво делаешь, отправляешь кого-нибудь, и все, и мы заканчиваем. О, вот, прям сразу видно, что здесь побывал Дербивич. Вот это массовая авария. То, что нужно. Вот это я понимаю. Что ж, ну тогда давай на этом и зафиналимся. В общем, какой персонаж получился. Пока это выглядит так себе, сыроват, но поверь, в следующей серии будет гораздо интереснее. Пока это лишь знакомство с персонажами, то есть мы тут не будем что-то суперское делать, хотя, может быть, кому-то и зайдет серия. Вот, но дальше будет только интереснее, поверь. У меня есть уже идея, есть уже следующий персонаж. Более того, даже у меня совершенно случайно получилось придумать новую рубрику, которая выйдет совсем-совсем скоро. Такой персонаж получился, я это уже сказал вообще-то. Да. Спасибо тебе за просмотр. Подписывайся, если не подписан. Ставь лайк, делись этим роликом с друзьями. Ставь колокольчик, когда подписываешься, кстати, да, говоря. Да. Еще раз спасибо тебе за просмотр. Всем удачи. Всем пока.